Уважаемые гости, на третьем этаже в кинозале начинается батл «Эволюция медиа. Рост благосферы, угроза или прогресс». Модератор Максим Тавкаева, шеф-редактор сайта издания «Ведомости». Ну, раз начинается, значит, начинается так. Меня слышно, да? Всем хорошо? Я попрошу музыку... Подходим на третий этаж, кинозал. Я попрошу музычку убрать, если нас слышит ответственный человек. Вот. Но, в принципе, с музыкой тоже ничего. Вы знаете, я хотел бы чуть по-другому начать наш баттл, нашу сессию, чем предыдущую, и дать сначала слово вам. У нас время ограничено, если можете, ну даже если не можете, обязательно уложитесь в 30 секунд, ладно? Микрофон дадим каждому, кто захочет. Расскажите, вот уместившись в 30 секунд, о своем медиапотреблении. Как вы читаете новости, где вы их читаете? Это и где вы их узнаете? Даже не читаете, узнаете. Да, это радио, телевидение, соцсети, местные, федеральные СМИ. Расскажите о своем медиапотреблении максимально коротко, но... Будет сложно сейчас говорить людям, лучше вам. Но емко. Микрофоном. А микрофон у нас есть. У нас есть. Сейчас, подождите, у нас есть специальная девушка, она ко мне подходила, она, видимо, пошла нас объявлять. А давайте я вам... Работает микрофон? Давайте. Я вам коротко почти за все 90% ягутян отвечу, это WhatsApp. Поясните, пожалуйста, что значит WhatsApp? Для нас это как раз основное средство коммуникации, это то, откуда узнаются новости, они там разлетаются быстрее, выявляются быстрее, чем в соцсетях, чем... То есть кто-то, как это устроено, да? Кто-то пишет, например, там, я не знаю... Есть куча групп, у каждого, то есть у меня, например, в телефоне групп, наверное, 70, это соседи, это одноклассники, это родители одноклассников моей дочери, это родители одноклассников моей старшей дочери, которая уже выпустилась, это какие-то однокурсники, это соседи по подъезду, соседи по дому и так далее. И любая новость, это куча рабочих групп. Понятно. И любая новость, она попадает в WhatsApp. Спасибо, очень интересно. Кто еще хочет высказаться? Давайте добавлю. Да. В последнее время телеграм-канал, Facebook, новости, понятно, Россия 24, Якутия 24 и интернет-сайт. vkt.ru, CSIA и так далее. Первый WhatsApp, это несомненно. А вот кто-то крикнул Инстаграм. Насчет WhatsApp можно одну ремарку? Да, конечно, конечно. Одна принципиальная стратегическая ошибка. WhatsApp не является источником продуцирования якутских новостей. WhatsApp – источник распространения и обсуждения, а новости зарождаются совсем других. Да. Или в социальных сетях типа Facebook и так далее, в телеграм-каналах, на новостных сайтах и так далее. Я с вами поспорю, соцсети тоже не источник. WhatsApp не рождает новости. Ну, Facebook тоже не рождает новости, это платформа. Ссылка есть. Facebook производит контент. В Фейсбуке есть аккаунты людей публичных, непубличных, известных, неизвестных, есть сообщества мы сейчас, и так далее. отчасти вы правы, но отчасти бог с ним, я с вами даже соглашусь. Кто еще хочет высказаться? Я два слова. Да, конечно. Но в основном интернет в целом, да? Газеты покупаем только для хозяйственных нужд в основном. Рыбу заворачивать. Ну, типа такого. Кто еще хочет высказаться? Можно одно слово сказать? Да хоть два. Медиаметрикс. У меня больше нет других источников. Кто не знает, это некий рейтинг постов в социальных сетях. Ну да. Я уже год пользуюсь вообще классно. Я все знаю. А Инстаграм, что именно? Вот Инстаграм все-таки мне до недавнего времени, я сейчас объясню почему, если будет время, казалось не новостным, не новостной социальной сетью. Как вы там узнаете новости? По картинкам? Нет, есть просто специальные информационные паблики. И, кстати, у информационных агентств тоже обычно есть, собственно, свои страницы. Ага. И вы там сторис смотрите или посты? И то, и другое. Ага. Вот правая часть вообще не хочет высказываться. Ну что вы, посмелее. Расскажите, как Точный вы... вопрос задайте, а то вы очень широкий вопрос задаете и начинаете... Вот утром вы проснулись, хотите узнать, что случилось в вашем городе, в стране, в мире. Где вы это и как узнаете? Вот и видно, что WhatsApp заходим. Да.
я все-таки доверяю тем, кто профессионально делает новости. Меньше шансов быть обманутым. Хотя с удовольствием просмотрю Инстаграм, но... То есть в Инстаграме все равно же есть посты, которые создают там Минмолодежи и прочие там структуры власти. Доверие да? равны. Коллеги, добрый день. У меня комментарий, где я тоже, как и коллега, доверяю информационным официальным агентствам. Но в первую очередь я захожу в WhatsApp, где специальный паблик, и идет лента новостей, потому что мне неудобно пользоваться сайтом, я достаточно активно пользуюсь Инстаграмом, но это действительно картинки, фотографии людей. И третье, откуда я получаю новости, если что-то случилось архиважное в городе, в крае, мне, скорее всего, уже накидали какие-то сообщения. То есть телевизор никто не смотрит, что ли? Редко. У меня есть, вы знаете, я стал вновь получать удовольствие. А какие каналы вы смотрите? Я футбол смотрю, это не относится, но... Вы тоже его не смотрите? Если кто-то прям еще очень хочет высказаться, давайте, если нет, пойдем дальше. Да. Меня зовут Максим Тавкайло, я забыл представиться, так спешил. Я шеф-редактор сайта делового издания «Ведомости». К сожалению, в Якутии, в Якутске сама газета не издается, хотя, безусловно, нас можно читать в интернете. Мы поговорим сегодня о такой, на самом деле, животрепещущей теме, как блогерство, ну, точнее, является это некой эволюцией в мире медиа, или наоборот, это революция, которая классические медиа сметет. Я по ходу дела буду представлять наших спикеров, и на самом деле хотел бы, чтобы если у вас есть какие-то к ним вопросы по итогам их выступления, вы их тут же задавали. Просьба, конечно же, не перебивать и задавать максимально лаконично. Я хотел бы начать с вопроса Всеволода Пули, это журналист и главный редактор издания Russia Beyond. Я прав? Я хотел бы начать со следующего. Вот очевидно, что у нас аудитория в основном потребляет новости, узнает новости, потребляет контент, ну, скажем так, не в классических СМИ, да? Почему так происходит? Это только следствие развития платформ, Facebook, WhatsApp, там, Instagram, соцсетей, мессенджеров и так далее. Или падает доверие к журналистам? Ну, тут, если начать издалека, то это глубинный большой процесс, который начал происходить в конце 20 века, и его можно условно назвать взрывом авторства. То есть на всем протяжении человечества, истории человечества в мире было вот где-то с самого начала, с человека прямоходящего до 70-х годов 20 века, в мире было, подсчитали, около 300 миллионов авторов. Около 300 миллионов людей, которые что-то после себя оставили, будь это скульптура, или картина, или литературное произведение. Вот. А сейчас сразу сотни миллионов, и даже по некоторым оценкам миллиарды людей получили доступ к инструментам создания контента и трансляции контента. И произошел вот этот самый взрыв авторства. И многие журналисты, у которых была монополия на распространение информации, и само название как бы наших традиционных медиа, оно нас обязывало и ставило нас в несколько высокую позицию по отношению к аудитории, средства массовой информации. Как бы мы сверху и на массы что-то там посыпаем зерно вот так. Мы оказались в условиях жесточайшей конкуренции со всеми остальными. И с, скажем так, с неприятным удивлением выяснили, что какой-нибудь сантехник может про свой рабочий день написать намного лучше, чем если к нему представят спецкорреспондента, вот, который будет записывать за ним, значит, все его ходы и так далее. Это вот одно, да, то есть появилось много конкурентов у СМИ, и в сознании людей, если раньше и в сознании аудитории, и в сознании журналистов было некое разделение, что вот сейчас мы включаем 9 часов, мы включаем Первый канал, смотрим новости. Вот сейчас утром мне в почтовый ящик положат газету «Правда», то потребление информации стало намного более фрагментированным и разорванным в течение дня, оно перестало быть привязано к определенным точкам. Да, вот я очень хорошо помню, когда я был маленький, играл во дворе, мне мама кричала, значит, из окна: иди домой, начинаются утиные истории по Первому каналу.
И я бежал, потому что не было никакой возможности. Что мы с вами одного возраста. Да. Вот, и не было никакого другого вообще шанса посмотреть какие-то истории. Вот, приходилось бежать и смотреть. Потом уже появились кассеты, DVD и потом, соответственно, интернет. То есть сейчас мы больше не привязаны к эфирной сетке, аудитория не привязана, и требуются огромные бюджеты и огромный талант, чтобы заставить миллионы людей в определенный момент включить, скачать или, значит, нажать одновременно на какую-то кнопку. Там последний пример «Игра престолов». Да, каждая огромная многомиллионная аудитория по всему миру ждет эти выхода. И последнее, заканчиваю реплику. Вот вся эта экосистема потребления информации, она стала для аудитории новым телевизором. Это просто новый телевизор. То есть Instagram, WhatsApp это новый телевизор, потому что телевизор, в котором есть много всего еще, помимо только новостей, помимо только мультиков, там и друзья, и знакомые, и сообщения от мамы, купи хлеба, и сообщения от любимой, и все что угодно. Вот и все. Это просто удобно. Ну, то есть, по сути, извини, я на себя примеряю, мы, журналисты, оказались жертвами технологического процесса. Как ты говоришь, теперь любой сантехник, я с огромным уважением отношусь к этой профессии, и может действительно, я тут с тобой согласен, намного, и в 90% случаев он сам, если он ясно мыслит, расскажет интересней и грамотней, если к нему послать бестолкового журналиста, которых, к сожалению, довольно много. Получается, что мы жертвы технологического прогресса, так? Мы жертвы нашего нежелания адаптироваться к технологическому прогрессу. Если ты имеешь в виду, мы журналисты, традиционные журналисты. Окей, зафиксировали. Да, зафиксировали. Оль, у меня к тебе вопрос. Вот ты, как и я, работаешь в таких классических медиа, которые, как мы сейчас выяснили, не хотят адаптироваться к реалиям. Так стоит... Что? Хотят, но не умеют. Хорошо. Хотят, но не умеют. Хотя, мне кажется, раньше и не хотели, честно говоря. Лет 5 еще назад думали, что все это полное фуфло и скоро закончится. Такой вопрос. Стоит ли ждать смерти классических, может быть, не всех, но большинства классических медиа в ближайшее время? Например, газет. Вот зачем нужны газеты? Коммерсант, Ведомости, Известия, Комсомолка. Как минимум, чтобы выйти с одной полосой, я буду удобно, понимаешь? Видимо, для этого сейчас. Это не рентабельно. За газеты не скажу. Вот мне бы хотелось на телевидении сконцентрироваться. Да. Я телевидением занимаюсь, да, и 8 лет я проработала в линейке России-24 прямо на прямом эфире новостном, редактором-международником. И в моей работе очень помогали соцсети всегда. То есть если где-то что-то случается, то сразу хэштег Твиттер, и вся последняя информация с события, с места события, она у тебя. И ты на нее можешь ориентироваться. И как мы людей находили с места, записывали их какие-то комментарии, если что-то произошло, то у нас были материалы с места всегда. Поэтому я не согласна с тем, что традиционные медиа скоро умрут и не хотят адаптироваться. РБК, по-моему, сейчас запустила последние пару месяцев на панели, у них QR-код, который можно с экрана считать, и будет дополнительная информация. Вот, пожалуйста, чем мне новые технологии, чем мне новые медиа. Опять-таки, я бы со Всеволодом поспорила насчет крошения сверху вот этой истории, потому что мне кажется, что главная задача СМИ это не вот с высока там как-то просвещать, а быть полезным. И мне кажется, она как раз все к этому сводится. И чем, благосфера интереснее сейчас, почему она так называется, потому что она утилитарнее. Ты прочитал телеграм-пост короткий, ты сразу получил информацию, коротко, почему мы не плюс можем акцент. быть настолько утилитарными и полезными как блогеры? Потому что мы менее гибкие, потому что нас... жанр не позволяет, я думаю. Жанр или бюрократия? Я думаю, в первую очередь жанр. Сейчас, мы до вас дойдем, и до законов. Мне кажется, что жанр, если, Россия-24, понятно, что ты не будешь информацию отбивать короткими ословками, и почему? Надо подать красиво. Тогда можно включить ленту ТАСС и смотреть ее в режиме онлайн. Тогда зачем? Наша задача показать и рассказать, что нужно об этом думать. Окей, услышали. Александр. У нас присутствует Александр Малькевич, председатель комиссии Общественной палаты по средствам массовой информации и массовым коммуникациям.
У меня к вам такой вопрос. Вот у нас аудитория говорит, что да, у вас вопрос есть? Да, я вот Только если можете делить конкретно. А я это не умею. Ну давайте. Да. Ну вот по поводу цифр, А вот микрофон вам сейчас принесут. А я нормально говорю. Просто, возможно, нас Ну записывают. вот сейчас цифра была такая, вот примерно месяц назад, что сравнялись интернет-источники с официальными медиа впервые. Ну, с классическими источниками информации. По-моему, давно уже. Нет, это вот буквально месяц назад информация вышла официальная. Статистическая информация вышла. Да. Я по поводу статистики говорю, да. По поводу телевидения, тут вот коллеги сегодня сидят, да. Кстати, Первый канал ушел. Видимо, он не такой прогрессивный, как здесь был просто Антон вернулся. По поводу телевидения это, ну ладно, боится. По поводу телевидения, это просто шутка. Смотрите, я предлагаю разделить само телевидение как технический инструмент и контент, который генерирует телевидение. Да? Вот просто, вот, ну, я понимаю, что вы, может, с медиа, получается, пространствами люди слабо знакомы. Вот у нас есть компания НВК Саха, да? Они отлично перевели свой медиа-контент, свой контент в виртуальную среду, интернет. Отлично перевели его во все соцсети, да? Но я хочу, специально вот изучил этот вопрос. YouTube отлично перевели, там, по-моему, 60 тысяч подписчиков на канале. На одном из каналов. И, ну, и в Instagram, опять же, да, как бы это у нас основные источники информации. То есть, вы сказали, что кто-то хочет, но не умеет, но это не здесь. Это не я сказал, это он. Да, здесь все хотят, все умеют, все могут и все получится. Суровый ответ, да. Ты не влекешь просто, это прекрасно. Нет, но на самом деле вы абсолютно правильно говорите, ребята молодцы, но их во многом к этому подтолкнули то, о чем я сказал, дурацкие законы российские, которые работают в сфере СМИ. Потому что региональные телеканалы лишены возможности присутствовать в мультиплексе. Из первого их выкинули, во второй не включили, а третьего не будет. И поэтому вынуждены, как в классическом советском русском фильме, да, там жить захочешь, не так раскорячишься. Вот и все. То есть приходится осваивать все возможные сферы для того, чтобы продвигаться. Потому что там наверху решили, что жителям российской глубинки нужнее во втором мультиплексе канал там, значит, «Поющие трусы», первый мистический и рассказ о том, как можно с золотой кредиткой путешествовать по Калифорнии, чем свой собственный региональный канал. Вот из-за этого бреда... Ну, смотрите, вот, можно допустим, я? На один купленный телевизор, да, сейчас приходится примерно 10 телефонов. Да. То есть от технического устройства, как телевизор, люди отказываются. Люди просто идут, Так что вопрос мультиплекса уже не настолько... Можно я возьму дискуссию, Александр, можно я возьму дискуссию в свои руки, да, иначе мы расплывемся. У меня к вам следующий вопрос. Вот тут все говорят, читаем новости WhatsApp, Instagram. Вообще-то это не опасно, но у нас блогеры никак не регулируются государством. Да, есть общее законодательство, нельзя там разжигать, что там ненависть там, и так далее. Но вообще-то гарантия того, что СМИ не будут врать, она, мягко говоря, да, выше, потому что очень заинтересовало. Я еще не задал вопрос. Не является ли блогерство в нынешнем виде, мягко говоря, опасностью для их, даже дело не с точки зрения интересов каких-то абстрактных государств, а с точки зрения обычных людей. Их просто могут обмануть. Я, собственно, вы так оживился, когда вы сказали, что номер один в Якутии новости из WhatsApp-групп. Я представил себе, да, то есть верификация, вот этот факт-чекинг, то есть вы в WhatsApp-группе прочитали там, что-то там рвануло, бомбануло. Кто вот это все? Это же фактически ваш там знакомый человек или незнакомый это все запустил. То есть, может быть, любой фейк, с которыми здесь борются. Это первое. А второе, по поводу блогеров и СМИ. Это вообще любимая тема, которую полностью опять провалили наши законодатели. Дело в том, что традиционные СМИ, они не какие-то там такие ужасные костные там или застарелые, но их наше законодательство регулирует сверху донизу, там по вертикали, чтобы вздохнуть невозможно. МЧС, ФАС, Роскомнадзор, Хреннадзор, там еще куча всяких контор. Все приходят, только сейчас озаботились, я выступал на коллегии Роскомнадзора, там говорил, что выяснилось,
услышали наконец. Региональные телеканалы, значит, штрафуют за то, что ночью, 2 часа ночи, значок 12+, появился на 3 секунды позже, чем был нужен. И за этот штраф там от 30 тысяч рублей. Вот с чем они борются. И таких масса других историй. А теперь берем блогера. Аренду платить не надо, налоги не надо. И тебе, значит, соответственно, эти все вот пожарные и прочие санитарные и прочие службы не ходят. И ты можешь, ко всему прочему, еще говорить: только я расскажу вам правду, которую запрещают распространять в официальных СМИ. Только в моей WhatsApp-группе вы узнаете, там, и он еще потом начинает продавать рекламу, себя монетизировать. Вообще, не жизнь, а малина. Вот поэтому мы удивляемся, почему так проваливаются в этой конкурентной борьбе традиционные СМИ, потому что их, надо глагол подобрать приличный, в общем, замордовали таким образом, под лавку загнали, что они проигрывают это все. Это второй момент. И третий я хотел сказать так, это уже в плане мрачного пророчества. Они, кстати, у меня на Северном Кавказе сбылись, которые я им говорил. Дело в том, что когда российские СМИ тщательно развиваются на таких классных платформах, как Facebook, Instagram, YouTube и так далее, ну, WhatsApp, собственно, вместе с Instagram, Facebook это одна вся шарага, вкладывая силы и средства, они совершенно не застрахованы потом от неожиданных сюрпризов, связанных со сложным отношением западных товарищей к России в целом. Я что имею в виду? А вот на Северном Кавказе там у целого ряда региональных телеканалов, таких же как Саха, просто в одночасье Инстаграм снес аккаунты и все, без объяснения причин. У канала РГВК Дагестан там было 110 тысяч подписчиков или 140, у канала Архыз там 110. Просто и все, и нет у тебя этого аккаунта. А куда писать? В Твиттер. Извините, а где мой аккаунт? А на вопросы русских не отвечаем. Вот и все. Поэтому правильно сказал недавно по другому поводу в интервью Financial Times Путин, что яйца надо в разные корзины раскладывать. Почему развивают, ну понятно, что наши каналы осваивают там и Одноклассники, и Контакт, и Телеграм. А потому что были уже примеры, когда ты все свои силы ввалил, а как было обидно телеканалам. Значит, 4 года они вели аккаунт в Инстаграме, там 5000 публикаций, посты, лайки, материал, хоп, все. Александр, спасибо. Просто у нас время ограничено. Ольга, ты хотела что-то сказать? Добавить по поводу верифицируемости информации. Официальное телевидение – это первая аккредитация на супер важные события, да, которые мы хотим видеть рассказанные нам от первого лица. 2. Это проверенный источник информации официальный. Когда случаются, не дай бог, какие-то катастрофы и уже на России 24 моноэфиры, мы выдаем информацию с официальных источников. Показательная история с Зимней Вишней, когда начались слухи про какое-то невообразимое число жертв, 400. там муссировались, да, что, значит, мешков на всех не хватает и так далее. Я не хочу сейчас об этом негативе говорить, но есть такие ситуации, когда, да, понятно, что через несколько часов, возможно, появится дополненная информация. Понятно, что силовые структуры сразу об этом не рассказывают. Но, по крайней мере, то, что есть и официально, оно доступно на официальных СМИ в первую очередь. И еще один немаловажный факт – это доступ к мировому информационному агентству. То есть у нас есть действительно проверенная информация с места, которую можно выдать. То есть это определенный уровень гарантии качества. Ну тут я с тобой поспорю, когда вот в Шереметьево, да, сгорел суперджет, все, конечно, вот СМИ узнали об этом из Инстаграма. Мы, появились какие-то сообщения, мы начали вбивать, собственно, в Инстаграме по геотегу, да, и тут же... Я сказала про хэштег в Твиттере, когда появляется картинка, но видео, это, фото, это не как раз СМИ делали, адаптация. это делали очевидцы, они сняли. Это понятно, я тебе говорила тогда, в первый самый раз, про адаптацию традиционных СМИ, что мы работаем как раз с новой средой. Ребят, пойдемте дальше. У меня вопрос к Всеволоду. Скажи, а вот я читал, когда готовился к нашей дискуссии, несколько твоих публикаций о неких медиатрендах на 17-й, 18-й, на 19-й год не нашел. А вот как стать сейчас успешным блогером? Вот я, например, может быть, хочу им стать. Вот что мне делать? Ну или вот... Критерии, какой успешный блогер? А можно, да. Вы слово блогер говорите, да? Вы обозначите термин, как вы это понимаете. Ну давайте по
поговорим. Да, вот давайте действительно в режиме батла. У нас до начала мероприятия как раз там за кулисами был легкий спор, потому что Всеволод говорил о том, что вообще странные дискуссии, в президиуме какие-то странные люди собрались обсуждать блогеров, а блогеров нет. И я и хотел узнать, вот кто такие блогеры, чтобы вот понять, я вот там с какими-то тысячами подписчиков там в Телеграме где-то еще подпадаю или нет. Да. То есть какие вот, как определение? То есть тебе два вопроса. Да, ну я думаю, что, во-первых, блогер это человек, который сам заявляет, что он блогер. Это первое. Второе это размер аудитории. Сейчас уже, конечно, это тоже, скажем так, понятие блогер эволюционировало до термина инфлюенсер. Термин инфлюенсер, то есть влияющий на массы, он был введен, чтобы освободить инстаграм-звезд от необходимости писать тексты. То есть блогер все-таки еще в массовом сознании ассоциируется с необходимостью писать тексты, а инфлюенсер может выкладывать просто свои полуголые селфи. И как бы уже вроде как не блогер, зато круче инфлюенсер. Вот, и с инфлюенсерами там тоже началась интересная история с тем, что их категоризируют теперь по размеру аудитории. Что есть просто крутые инфлюенсеры на 100 тысяч, миллионы подписчиков, есть микроинфлюенсеры, там тоже плавает до 50 тысяч, и есть наноинфлюенсеры до 1000 подписчиков. Вот, ну вот я, видимо, наноинфлюенсер, у меня там 1000 подписчиков. Тексты есть. Наноблогер, значит. Ну, теперь, когда ты признал, что у тебя меньше 1000 подписчиков, странно спрашивать, как стать успешным блогером. Ну, а я удивился, почему мне такой вопрос был, да? То есть я публикуюсь как раз в традиционных СМИ, и у меня произошел такой разрыв шаблона даже и неприятное удивление в январе этого года, когда я поехал в пресс-тур в Красную Поляну, значит, Розу Хутор, как фрилансер от одного традиционного издания, от газеты. И со мной в этом пресс-туре было еще 17 человек. Вот. И я был, по-моему, там то ли единственный, то ли один из 3 представителей традиционных СМИ. Там еще был, значит, кто-то из бюро 24/7, еще кто-то был из Sports.ru, по-моему, и все. Остальные были диджей, актер, бывшая олимпийская чемпионка. Значит, там, хотя и бывшие не бывают, да, олимпийская чемпионка. Вот. И я смотрел потом, какой контент они, значит, создали после этого пресс-тура, вот, и смотрел на отклик на этот контент. И, конечно, если мы говорим про объемы, да, никто не написал статью, никто не сделал диафильм, вот, они выкладывали сторис по ходу дела в Инстаграме, они сделали несколько постов, значит, в Инстаграмах своих. Но эффект, конечно, если смотреть на цифры вовлечения, был огромный. И было абсолютно понятно, почему устроители этого пресс-тура и почему устроители других многих пресс-туров делают в последнее время выбор и бюджеты перераспределяют в сторону блогеров. Вот. Потому что как бы мы там, к ним не относились с точки зрения верификации или неверификации, эти многие люди научились, значит, владеть умами тысяч, миллионов, умами и кошельками, что самое важное. Да каким образом, вот это, ну да, а каким образом они научились? Они что, овладели какой-то техникой? Я думаю, что это, ну, есть несколько факторов, да, потому что, как я уже сказал, Инстаграм, там, WhatsApp и Facebook это новый телевизор. Вот, и вот если продолжать аналогию с телевизором, на финском, по-моему, телевидении однажды поставили эксперимент, и там на протяжении нескольких дней в эфире транслировали стул по несколько часов. В пустой комнате стоял стул. Вот. И люди сначала, что за стул, зачем вы транслируете стул? Потом через один день стул подвинулся на 5 градусов. И люди это заметили. Еще через один день стул развернули спинкой к камере. И тут началось уже такое обсуждение, значит, везде, там, в пабликах, что происходит, зачем транслируют этот стул. В общем, это был эксперимент, чтобы показать, что если тебя показывают по телевизору несколько часов, ты станешь популярным и тебя начнут обсуждать. Так вот, значит, механизмы соцсетей, они, конечно, постоянно там меняются и допиливаются, но, судя по всему, хотя на первых этапах своего развития они потакали очень низменным интересам нас, как биологических особей, и продолжают, видимо, потакать. Поэтому, если ты красивый, привлекательный человек, часто женского пола, да, то тебе, выкладывая просто свои фотографии, значит, прекрасных изгибов своего тела, легко набрать аудиторию, которая поборется с федеральным там, печатным деловым изданием.
Вот. Но в то же время можно заметить, что вот этот, скажем так, это движение от телесного к духовному, оно идет с двух сторон. Потому что и эти замечательные наноинфлюенсеры, и микро, и мегаинфлюенсеры начинают писать все более и более подробные тексты под своими, значит, полуголыми селфи и претендовать на некий философский склад ума. Да? Вот там, наверное, вы видели фотографию под хэштегом «Беложопые философы». Вот. И со стороны традиционных СМИ идет, значит, некое движение к телесному, да, или к такому вот чему-то чернушному, желтушному, потому что понятно, что массовая эта аудитория там, массовой аудитории интересен, скажем так, телесный низ, да, и вот все, что с ним связано. И таким образом просто по-разному эти люди создают воронку для того, чтобы производить потом конверсию из этой воронки в своих лояльных читателей. Да, то есть если ты делаешь классный, длинный, сложный аналитический контент, тебе как-то нужно всем рассказать о том, что он у тебя есть. И для этого ты начинаешь делать мемчики. Вот как сейчас это происходит в традиционных газетах, да, или как вот сейчас там все любят выкладывать какой-нибудь заголовок «Медузы», типа ученые изучают, как бобры пукают, да, с комментарием, типа «нам снова есть что читать», да, потому что такой слоган был у «Медузы». Вот им, ох, отлично, бобры пукают. Но при этом они не выкладывают, там, я не знаю, какое-нибудь расследование про московскую мэрию, которое действительно, да, там имеет общественное значение. А все просто. Им нужно создать воронку, чтобы больше людей узнало про их, значит, крутой, качественный контент. А для блогеров часто их, скажем так, если это низкокачественные с точки зрения, там, не знаю, культурного контента блогеры, вся их аудитория, это вот эта воронка и есть. Ну, я бы с тобой поспорил, на самом деле, над низким качеством контента блогеров, но не буду. У вас есть вопрос. Они разные. Я не говорю, что все блогеры. Да, кстати, у меня вопрос именно как раз таки в тему. Я являюсь, ну, может быть, микроблогером, да, или как-то так. То есть я Нет, у меня 10 тысяч есть, в принципе. У тебя микро? В разных корзинах, кстати, под разными проектами и так далее. Но, в общем, вопрос такой. Я являюсь и журналистом, и блогером. Я знаю вот как бы и ту кухню, и это совершенно как бы разные вещи. Но с вашей точки зрения, да, если, например, блогер, он будет действовать как журналист, то есть заниматься факт-чекингом там и так далее, да, вот это вот, все соблюдает, кроме вот с юридической точки зрения, да, то, что там законы СМИ и так далее, чем он тогда будет отличаться, по-вашему, от СМИ? Давайте вот спросим у Александра, ответите на это. Нет, ну здесь вопрос такой лукавый получается, да, то есть если я, вы говорите, буду заниматься факт-чекингом, то я буду похож на традиционные СМИ, поэтому вот мое отличие, я пишу все, что хочу, за свои слова не отвечаю. Но вот так быть-то не должно, потому что, собственно, для этого и принимали сейчас, просто он коряво написанный и коряво принятый закон о фейковых новостях. Но там-то закладывалась идея правильная, то есть закон о фейках, который способен вызвать серьезное общественное потрясение. Мы сейчас вспоминали «Зимнюю вишню», так и здесь, извините, это все уже давно известно, это все целенаправленно делал этот подонок Вольнов, значит, украинский пранкер, ну и что? И мы даже не смогли ему там по зубам дать никак. Я вас слушаю уже второй или третий день. То есть блогеры это зло. Почему зло, если мы выяснили, что нет, я сам являюсь тоже блогером, тоже у меня там сколько-то там 25 или 30 тысяч совокупных этих подписчиков, то есть я пишу и пишу, правильно, то есть блогер это не зло, это реалии наших дней, и каждый человек, как говорил Всеволод, там, да, создает контент по мере собственных сил, там, возможностей и талантов. Это одно. Я говорил о том, что блогеры, которые хотят монетизировать свой труд, зарабатывать на этом хорошие деньги, они у нас находятся сейчас в российском правовом поле в привилегированном положении. Вот и все. То есть писать-то надо, какие вопросы. Я бы поспорил. Можно Когда вот произошла... Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей Посылаев. Откуда вы, Алексей? Когда случилась авария... Когда случилась авария Алроса, да, появились вот в том же WhatsApp очень много было всяких спекуляций по поводу того, что там рыба отравлена, мы все умрем, там все такое, да. И я своим подписчикам написал: отправляйте мне деньги вот на такой-то кошелек, они мне начали отправлять там по 1000, по 10 тысяч рублей, по 30 тысяч. Я поехал на свой старенький внедорожник, там, ну, купил там амортизатор новый, прикрутил, и поехал в Мирно. Это 1300 километров. Мы ночевали по пути, прямо на этом, что говоришь?
Через месяц. Я тебя не перебивал. И мы туда приехали, значит, нас, аларосовцы, приняли, все показали. В чем проблема? Люди не верили традиционным СМИ, потому что они знают, что вы работаете за деньги. Соответственно, вы работаете в интересах кого-то, или Путина, или олигархов, или кого-то. А мне не верили. И я приехал, взял пробы воды, мы их отвезли в независимую лабораторию. И вот только после этого у нас народ успокоился, сказал, что да, Басалаев ездил, он все видел, и значит, действительно, река не отравлена, может жить дальше, ничего А вот можно... не случилось. Поэтому, нет, ну подожди, принес я в пользу обществу этим? Вы, безусловно, принесли. Можно короткий опрос? Можете поднять руку тот, кто считает, что популярность блогеров отчасти, хотя бы отчасти связана с тем, что доверие к традиционным СМИ падает или катастрофически упало? Я, наверное, закончу. Ну, не единогласно, есть... Кстати, вы на мой вопрос таки не ответили, да, вот опять же, почему? Вот не совсем правильно поняли, да, я говорил, что если блогер будет действовать так же, как СМИ, да, вот в точности, как бы, ну, кухню вот это повторяю, чем он будет отличаться от СМИ? Вот он, например, провел журналистскую работу по факту. Можно я вам скажу? Вы должны так действовать, иначе вы потеряете тоже доверие аудитории, Да, так же, как потерял выступающий сразу ответил на два вопроса. Он сам подтвердил то, о чем мы здесь переживали, что в WhatsApp-группах всякую ахинею распространяли в связи с этой трагедией, да, вбросы шли. Это первое. А второе, он ответил на вопрос, почему сейчас проигрывают СМИ. Потому что делать качественный материал, расследование, это дорого. Для того, чтобы традиционные СМИ отправила через там, всю Якутию съемочную группу. А я своих там... еще денег потратил, вот. я там не заработал. Это дорого. Конечно, показывается дешевле, просто там, ой, прочитал где-то, там все рвануло. О, я прочитал, там рвануло. Ты же ничего не проверил. И наш коллега поступил честно. Он хотя бы, да, объявил фандрайзинг такой народный, добавил свои деньги, поехал, да, но он вложился в это, потратил. Но он укрепил доверие к себе. А как иначе-то? Вот фактически он и провел факт-чекинг, да, дорогостоящий, но хорошо, что люди, которые ему верят, его аудитория, его поддержала. Рубль он проголосовала. У меня вопрос к Оле. Оля, я когда готовился, выяснил, что мы с тобой, по-моему, закончили один курс РГГУ. Да. А ты преподаешь там, нет? Сейчас? У меня тогда вопрос к тебе. Вот чему сейчас учиться журналисту, как его учить, чтобы все-таки он был востребован через, я не знаю, там, через 5 лет? Какие у него должны быть навыки? Потому что, согласись, то, без обид для родного вуза, то, чему учили нас, да, то, чему учили нас, я этим сейчас, там, не знаю, 10% максимум я этим пользуюсь, все остальное я опытным путем научился. Какие навыки должны быть у современного журналиста, у студента, который должен хочет стать журналистом? Справедливости ради, я как раз своим образованием довольна, потому что мы учили историю с историками, там, литературу с филологами, то есть это крепко гуманитарное образование, которое дает определенную базу эрудиции. Согласись, ты ею пользуешься. Мне вообще кажется, что у нас одно время в редакции в корреспондентской висело слоган, что журналист — это дилетант широкого профиля. Потому что рванула Фукусима, ты резко разбираешься в строении там, атомной станции, да, ТВЭЛа и все такое, да, и, естественно, приходится по ходу пьесы выяснять. Я считаю, что для того, чтобы быть хорошим журналистом сегодня, надо иметь психологическое образование, юридическое образование и историческое. Потому что есть тенденции, которые надо прослеживать, да, и, желательно бы... Психологическое, это какие навыки? Интервьюирование грамотное. Ага. Да? Юридическое, как? Юридическое, потому что если ты хочешь проводить расследовательскую журналистику, надо понимать правовую базу. И третье, ты сказал, историческое это... чтобы уметь делать выводы определенные. Да? Экономическое желательно бы тоже. Экономическое почему? Экономическое не обязательно для журналиста-международника, например, экономическое не шибко обязательно. То есть, тут уже дальше делится по профильным. Я согласна, но мне кажется, что психологическое, историческое и какой-то я еще сказала. Нет, юридическое. Оно, мне кажется, важно для всех. А все остальное это навыки. Навык делать репортаж, навык писать короткие заметки. Это все, остальное это навыки. Навыкам можно научиться на курсах за 2-3 месяца.
У меня на самом деле к Александру такой вопрос провокационный. Вот, мы на самом деле живем в довольно сложное и непростое время, и, ну, извините, я не могу, я буду прямо говорить, близко 24 год, когда, ну, на мой взгляд, непростое время будет для страны, смена президента. Вот в связи с этим, в 2024 году, не кажется ли вам, что тот, на кого поставят блогеры, тот и станет президентом? Блогер станет президентом. Может быть, кстати. Ну, у нас был уже. Я думаю, что это преувеличение? такой же миф, да, как и у нас уже тут есть пример, не хочется вокруг этого крутиться, но смысл в том, что мы же видим в соседнем государстве, вот уже актера избрали, там хуже, чем в сезонах его сериала происходит, когда президент выходит, дает брифинг и говорит, я узнаю решение но мы из сейчас интернета. Но... Я вас про другое спрашивал. Когда у блогера, можем там, не знаю, дуть, да кто угодно, да, по 10 миллионов, когда у, я не знаю, зашкварных историй. Слушайте, дайте мне задать вопрос, пожалуйста. История, дайте, пожалуйста, задать вопрос. Значит, по поводу мне кажется, что было его интервью с Киселевым, и традиционные СМИ его умыли, все это знают, да? Он проиграл интервью Киселеву. Кто там кому проиграл, можем обсудить после этого. Вопрос следующий, что настолько аудитория уже мигрирует от классических СМИ к, назовем их блогерам, можно назвать нетрадиционным СМИ, что вот проблема 24 года в медийном пространстве будет решаться именно там. И тот, кто сможет через блогеров объяснить свою программу, донести свои взгляды до аудитории, тот и победит. Я вас спрашиваю, потому что вы представитель государства, ну вот поэтому. Вот. Общественная палата, я понимаю, что это общественный орган, но слушайте. Ну, на каждого, значит, одного блогера найдется блогер другой. Если будет с одной стороны работать Дудь, с другой стороны будет работать условный Хач со своей шаурмой. Поэтому там вообще ничего не очевидно. Блогеры также манипулируемы, как и остальные люди. И просто будут развиваться соответствующие технологии. А, кстати, что касается, вот Всеволод упомянул там наказание там, по закону, который якобы блогерам чем-то чреватый, ничего подобного, это не работает. И последний пример, который был в не очень далекой отсюда Хакасии, где в прошлом году стал главой коммунист, тут же переобулся, и как только против него в Фейсбуке житель написал там, ну, пару недобрых слов, они сразу возбудили против жителя уголовное дело за оскорбление символа госвласти. Ну и что, и дали ему по ушам и по рукам этому главе, потому что дело прекратили за отсутствием полного состава, потому что, как это же не в себе совсем, глава региона говорит, я символ госвласти, меня нельзя критиковать, можно и нужно, об этом и на прямой линии было. Я реплику скажу, да, буквально. У нас очень мало времени, мне нужно еще один вопрос задать. Простите, пожалуйста, у нас мало времени, мне нужно еще один, я хотел еще один вопрос задать, потом свободную дискуссию. Сев, вот было довольно жаркое обсуждение, из которого нужно сделать вывод. Так блогерство — это эволюция, революция, и нас всех похоронят, ну, классических журналистов. Сделай вывод, пожалуйста, вот из проблем. Да. Я вижу ситуацию так. Традиционная журналистика — это такие престарелые шаманы, обвешанные бусами, которые производят некий ритуал. Вот. Итогом ритуала должно стать производство некого продукта. Вот. А блогер — это, значит, человек у станка, который вытачивает деталь. Он ровно такой же результат может получить, но ему не нужно танцевать с бубном, ему не нужно каким-то там старым богам поклоняться, чтобы эту деталь получить. Вот, потому что, ну, причинно-следственная связь в голове у блогеров о том, так, вот я сделаю это, получу аудиторию, заработаю на этом деньги, она намного более простая и четкая, чем у журналиста, который тащится за нищенскую зарплату на работу, выслушивает там претензии от главного редактора, потом читает негативные комментарии, и вдруг ему нужно разбираться в Фукусиме за 5 минут, вот, а потом еще в чем-то. И, конечно, это неэффективно. И, конечно, многие журналисты свою работу ненавидят, потому что они пишут про неинтересные вещи, о которых у них не болит душа, за несправедливую, по их мнению, зарплату. Вот. Блогеры, все-таки популярные блогеры, да, они начинают писать про то, чему у них душа лежит. Да? Вот вы, как недушный гражданин, вы поехали туда, потому что у вас душа реально болела, и вы выложились.
И ваша харизма там помогла. Я была температура 40 градусов. Тем более, видите, какое А я уже преодоление. анонсировал, пришлось двое суток ехать. Видите, какое преодоление. Вот, я считаю прекрасно, что вот эти, да, я завершаю, да, прекрасно, что вот этот древний институт шаманства, он разрушается со всех сторон, и, потому что и денег мало, и аудитория там не доверяет, вот, и госдотации уже не могут это все поддерживать или не туда поддерживают. Вот, и прекрасно, что мы сейчас, значит, разрушились вот эти вот, значит, таинства, рамки таинств, и мы в открытой честной конкуренции вот, можем показать, кто на что гораздо. Забавно, что на конференции ТАССа практически мы пришли к выводу о смерти классических медиа. Коллеги, у нас реально немного времени, давайте просто нужно возвратиться в график. 5 минут, да. Представляйтесь, и реплика или вопрос максимально коротко и конкретно. Нам соединился Кирилл Евгеньевич, все-таки интересно. Занесли правительство Якутии. Все-таки откуда черпает информацию? Он уже ушел? Ой, очень жалко. Мне было интересно, из чего он черпает. Ну, им, наверное, пресс-релизы готовят. Ну, это, наверное... Вот тогда, значит, вопрос хочу я задать... Такие пресс-релизы без обзора. Да, Ольге Фотиновой хочу задать вопрос. Мне очень понравилось вообще, как бы ваше видение, ваша точка зрения. Вот вижу, что международный продюсер ВГТРК. Мы уважаемая телекомпания, у нас есть очень хороший филиал ваш. Вопрос такой, сейчас очень много говорим об экспортно ориентированности регионов. Вот. В чем могут нам помочь вот, международное продюсирование ВГТРК, продвижение наших регионов за пределы? Как мы можем свой потенциал показать потенциальным инвесторам? Оля, если можешь в минуту уложись. Ну, вот в этом и есть как раз отличие от того, что традиционные СМИ в этом смысле могут помочь, в отличие от блогеров, как минимум. Естественно, что задача выхода региона на международный уровень, да, и демонстрации событий, которые происходят в регионе на международном уровне, это вопрос освещения, вопрос работы местных корреспондентов и вопрос заказа со стороны федерального СМИ, да, в федеральной редакции ВГТРК. И вопрос самого события. То есть, если, например, глава Республики Башкортостан приезжает в Вену заключать какие-то контракты, да, то, конечно, австрийскому телевидению АРФ это не очень интересно. И говорить о том, что необходимо какое-то международное продюсирование для того, чтобы эту тему каким-то образом продвинуть, это, ну, в этой ситуации это трудно. Но существует множество международных форумов, которые проходят у нас, в том числе вот недавно был там форум по безопасности в Уфе, где очень много делегаций приезжали, да, и такого рода сюжеты попадают как раз на, ну, делают зарубежные компании, и в которых фигурируют наши регионы. То есть вопрос в повестке, она исключительно, ну, то есть она задает как раз тон. Как продвинуть Республику Башкортостан на австрийское ТВ, вот это серьезная задача, которая требует определенных административных усилий, я думаю, со стороны администрации. Оль, ты единственная из спикеров не кричала, я хочу тебя позлить. Мне кажется, что ты категорически не права, когда говоришь, что блогеры не могут помочь в продвижении любого... Найти инвестора. Что-что? Найти инвестора. Найти инвестора? Да блогер еще легче вот найдут инвестора, чем ВГТРК. Нет, ВГТРК тоже может найти за счет там, в том числе административного ресурса, который есть не у всех блогеров. Но если вы блогеры возьмете Маргариту Симоненко, она вот такого инвестора найдет. Я коротко реплику хотел сказать, как раз 24 год, я заместитель министра инноваций, курирую средства массовой информации, ну, журналист, блогер, там, и так далее, да? И, ну, кто победит в 2024 году? Тому, кто больше доверяет. Это, то есть, разница журналистика, блогерства, кто сильнее, кто кого съест, кому больше доверяет, тот и будет на коне. То есть, нам надо работать, видимо, над доверием, над верификацией, классическим СМИ, журналистам, в том числе блогерам. Да, надо работать над факт-техником и так далее, и так далее. И, конечно, очень везет блогерам, потому что они действительно пишут то, что они хотят. В этом отличие. Буквально 25 секунд про инфлюенсеров, так называемых. То есть, условно говоря, человек там, ну, пек какие-нибудь прикольные пирожки, да, синего цвета. Всем начал рассказывать, как он их делает, с какими-то там каракатицами, ну, я сейчас от балды, да, придумываю. А потом внезапно понял, что у него аудитория-то набежала, и давай как на мысли влиять. Вот это вообще нормальная история, как вы считаете? Вот можно доверять, да?
А кто хочет ответить? Вопрос в том, что сначала публиковали, как ты говорил, все, что ниже пояса, да? А потом вдруг поняли, а потом вдруг, собрав аудиторию, решили, что может влиять. Ну, мы, кстати, так, сейчас поступает, ну, извините, отчасти Максим Галкин. Я его подписчик, и он тоже заканчивал РГГУ. Вот. На самом деле, я сейчас не хочу ни с кем спорить, но он отчасти начинает двигаться по пути Зеленского. Пожалуйста, не цепляйтесь за слова, он, конечно, не актер, нет, он актер, но он стал делать довольно в своем инстаграме политические посты, злободневные, не просто Алла Борисовна, там, детей своих, дом, там, хихоньки да хахоньки. Он, собрав аудиторию, сейчас так влияет на нее. Вы зайдите, почитайте его комментарии к посту, например, когда «Голос» был. Ну, хорошая идея. Но я тоже ремарку скажу. Все классно, кроме одного. У него настолько сложившийся имидж, что я не представляю себя его подписчиком. А я представляю. Ну, а я не представляю. Можно тоже все-таки пока ЛГБТ не настолько развита вся эта история. Я хотел бы Александру, это самое, да, вот он сказал насчет богатых блогеров. Но вот я читал книгу Мартина Форда, да, «Роботы наступают», и он там приводит статистику, что менее 3% пишущих в интернете хоть что-то зарабатывает, понимаете? Поэтому тут блогер, на самом деле, мне кажется, состояние души. Я вообще микро-наноблогер. Нет, ну про нано никто и не говорит. Люди самовыражаются, это здорово. Здесь речь идет про инфлюенсеров и про тех, кто ведет различные паблики в социальных сетях. Они могут, так сказать, быть не подотчетны своим доходам в основном. Вот что проблема. Вот вы держите давно микрофон. Хотите что-то сказать? Да, добрый день, коллеги. Меня зовут Казакова Вероника, я из Дальневостока, представляю Дальневосточный федеральный университет. И так получилось, департамент коммуникации имеет как раз это те самые академические журналисты, в том числе, которых мы выпускаем, которых, наверное, нужно и можно критиковать здесь. Так вот, мои наблюдения частичные, которые я хочу вам сказать, поделиться по поводу нового поколения и новых журналистов. Так получается, что я немножко не согласна с тем, что они будут востребованы. Вы знаете, вот мы сидели на прошлой неделе на ГОСах, у меня 2 главных редактора сказала, нам нужны люди, посоветуй кого-нибудь, пожалуйста. Они не хотят идти в редакцию. Что они хотят? Они хотят быть блогерами, теми самыми, они хотят на этом зарабатывать деньги. И для меня апофеозом было, знаете что, когда ко мне подошел выпускник, хороший мальчишка, и говорит, у меня есть проект, я уже его сделал, естественно, онлайн-проект, я говорю, а в чем моя помощь нужна? А мне нужно, чтобы вы договорились с администрацией, чтобы меня спонсировали. Представляете? То есть они хотят, Такие ясные мозги у человека. Да, они хотят сесть на бюджетные деньги и при этом говорить все, что хочет он. Но говорит, ну я не хочу, чтобы меня определяли какую-то политику. Вот для меня вот это, наверное, основное наблюдение современных журналистов. Да. А можно вот с вами слева сидит мужчина, вы так скептически слушали всю нашу дискуссию, поставьте жирную кляксу. Я даже вас не знаю, честно говоря. Известный скептик. Я Алексей Чертков, генеральный директор Сахамедиа, как раз государственный холдинг. Дело почему скептически, потому что когда вы топтались весело на печатных СМИ, и вы сделали вывод такой, что печатные СМИ, они умрут, да? Вы не делали такого вывода. Там говорили, я отчасти писаю печатные СМИ. Да, но когда топтались, у вас было весело и интересно. А когда вы задали себе вопрос о том, какое же ваше будущее, так вы будущее не нашли. Потом у вас вырастает большая смена. Представляете, у вас будет не 10 тысяч блогеров в стране, а будет 100 миллионов блогеров. Вы сами себя будете поедать со временем. Это ваше будущее. Вот. Потом, классно заканчиваем. Да, потом дальше такая история. Здесь даже электронные печатные, электронные СМИ, которые не подпадают, формально не подпадают. Не получают регистрацию. Да, не получают регистрацию и спокойно работают. Есть примеры в Якутии. Вот, никто не мешает блогерам так, работать в таком же режиме. Никто не мешает. В общем, я пока не получил ответ, почему
скептически отношусь, потому что я не получил ответа о вашем будущем, блогеров. А ответ он есть в истории. Вот человеческая история, она же циклична. И то, что вы сейчас обсуждаете, это все уже проходило. Поднимите историю, посмотрите историю античной Греции. Вот те, кто сегодня блогеры, это ораторы. Те, кто вы называете инфлюенсеры, это вот Согласен. победители Извините, ради бога, что вас перебиваю, нам нужно вернуться в график. Спасибо всем огромное. У нас, извините, что отчасти, может быть, было шумно, а не... Время закончилось. Давайте уже на палубе продолжим вечерком. Извините, что отчасти было шумно и, может быть, где-то даже сумбурно, но это был баттл, и я его старался так провести. Всем спасибо огромное.